Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. О главных событиях этого дня в ближайшие полчаса. Общая сумма по заявлениям на действия компании «Финика» достигла 250 миллионов рублей. Можно найти еще и... Мне бы свои деньги тоже найти с удовольствием. Потому что криптовалюта, которая была в общем управлении. Изменил ли Верховный суд меру пресечения для Кирилла Доронина, расскажет Салават Мухаммадулян. История на продажу. Это наша историческая память, наше достояние. Какая судьба ждет знаменитый барский сад в Ключищах, расскажет Рамиль Галиулян. В Татарстане готовы противостоять американскому штамму коронавируса. Они появляются из-за того, что мы не вакцинируемся. Какие штаммы коронавируса уже зафиксированы в Татарстане и как будем встречать 1 сентября? Об этом Алия Хайрудинова. Общими усилиями не допустить новых жертв бродячих животных. Мы понимаем, что это финансово емкие вопросы, но мы должны находить решение. Как собирается решать наболевшую проблему, выяснила Юлия Гоголева. Чем они старше, тем интереснее и привлекательнее. Классические машины отечественного производства, произведенные после революции, перед войной, они сегодня на ходу. В стиле ретро на международном фестивале исторической техники побывала Вероника Гайнудинова. Верховный суд республики сегодня оставил под стражей сооснователя компании «Финико» Кирилла Доронина. Фемида отклонила апелляцию его адвоката об изменении меры пресечения. Доронин останется в СИЗО до 28 сентября. Еще 3 фигурантов уголовного дела о деятельности крупной финансовой пирамиды МВД по республике объявила в розыск. В полицию продолжают поступать обращения пострадавших. По одному из заявлений сумма ущерба достигла 80 миллионов рублей. Какие шаги намерены предпринять вкладчики и что сказал в интервью нашему корреспонденту сам Доронин. Репортаж Салавата Мухаммадулина. С самого утра у здания Верховного суда республики журналисты, фотографы и операторы. Их десятки. Несмотря на то, что сам Кирилл Доронин участвовал в заседании по видеосвязи, находясь в СИЗО, охрану в зале обеспечивали 3 пристава. Первым выступил адвокат подозреваемого. Поддерживаю свое ходатайство об отмене постановления Вахитского районного суда об избрании меры пресечения Доронина в виде содержания под стражей. Также прошу суд рассмотреть возможность избрания более мягкой меры пресечения домашний арест с проживанием в квартире его матери. Напомним, Вахитовский суд Казани 30 июля арестовал Кирилла Доронина на 2 месяца. Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество». Как пояснил сам Доронин в суде первой инстанции, у него имеется гражданство и недвижимость в иностранном государстве. В связи с чем считаю, что выводы суда являются мотивированными и основаны на материалах дела. Тем временем в полицию продолжают поступать обращения от пострадавших в результате действий компании «Финика». Если еще 2 дня назад максимальная сумма ущерба по одному заявлению была 17 миллионов рублей, то на сегодня эта сумма достигла уже 80 миллионов. Общая сумма ущерба по всем заявлениям 250 миллионов рублей. И это только по республике. Еще 3 организаторов финансовой пирамиды объявлены в розыск. Обвинения им предъявили заочно. Организация была зарегистрирована за пределами Российской Федерации. Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денежных средств по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась. Сегодня в ходе заседания, пока судья удалился в совещательную комнату, мы задали несколько вопросов самому Доронину. Вину по-прежнему он не признает. Считает себя также пострадавшим. Можно найти еще и... Мне бы свои деньги тоже найти с удовольствием. Потому что криптовалюта, которая была в общем управлении. Вы говорили, что возвращали средства до того, как вас заключили под стражу. Сколько человек сумели вернуть, по вашему мнению, средства? И по мнению, там конкретные цифры, около 1500 человек, что-то такое. А как вы считаете, где могут скрываться ваши партнеры? Ну, если бы я знал, я думаю, что все было. Суд с доводами адвоката и самого Доронина не согласился. Постановление Вахитовского районного суда города Казани 30 июля 2021 года об избрании в отношении Доронина Кирилла Леонидовича меры пресечения без заключения под стражу оставить без изменения. Подозреваемый останется под стражей до 28 сентября. При этом у Доронина еще есть возможность подать апелляцию. Я согласую это со своим подзащитным, потом решу.
Решаться начинают и вкладчики. Причем не только Финика, но и других подобных компаний, которые остановили выплаты. В мессенджерах десятки диалогов, где участники координируются для написания заявлений в полицию и Генеральную прокуратуру. Но есть же деньги у лидеров десяток. Если на них заявление написать, отдадут? Да, виновата сама. Да, доказать, что деньги отданы, не могу. Но заявление о том, что пострадавшие, напишу обязательно. Добрый день, я с Дальнего Востока. Скажите, возможно ли написать заявление онлайн в Казань или только по месту жительства обращаться следует? Так что уже в понедельник, когда обновится статистика МВД, количество заявлений, похоже, вырастет кратно, и сумма заявленного ущерба может достичь миллиарда рублей. Салават Мухаммадуллин, Даниил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня в Верхнем Услоне решалась судьба знаменитого барского сада в Ключищах. Еще в мае на территории исторической усадьбы Нарышкиных по Алуччи вырубили вековой яблоневый сад. Выяснилось, участок под садом еще в начале 2000-х был продан под строительство коттеджей. Сейчас жители села требуют вернуть землю муниципалитету. На диалог с сельчанами вышел как собственник территории, так и районная администрация. Рамиль Галиуллин выслушал все стороны. У нас произошла трагедия, да. Местные жители воспринимают случившееся именно так. Под топор в мае пошел старинный яблоневый сад 19 века. Его владельцами сначала был князь Нарышкин, потом маркизы Паулуччи. Теперь здесь одни пеньки. Вот все тут, все показывало, все дышало историей. Вот это единственное дерево, все, что теперь напоминает о некогда цветущем, пышном яблоневом саду. Как видим, здесь же до сих пор лежат те срубленные деревья. Всего, по словам местных жителей, срублено около 200 яблонь. Больно, обидно. Тем более есть примеры, как у нас в республике сохраняют достояние. Тогда же в 19 веке заложили местные аллеи. Теперь жители боятся, что срубят и реликтовые липы. Там находятся деревья-патриархи, возраст которых более 200 лет. Это аллеи, сформированные еще, конечно, хозяевами этой усадьбы. Наша задача сейчас, восстановить, сохранить, сделать это местом отдыха. Участок, где находился яблоневый сад, по словам местных жителей, был переведен из земель сельхозназначения в категорию жилищного строительства еще в 2006 году. Сад и аллею приобрело ныне уже несуществующее ООО «Верона», а с 2010-го права на земельный участок перешли к местному предпринимателю Роману Гущину. Уважаемый собственник, вот вы бы на своем участке, где бастон, пилили яблони цветущие. Я вам объясняю, что санитарная очистка была. Это санитарный участок, на вашем участке. Я вам ответил. Судьбу исторического участка сегодня обсуждали в райцентре. На круглый стол, кроме местных жителей, приехали представители администрации Верхнеуслонского района, комитета по охране культурного наследия и собственник территории. Ежегодно оплачиваю налоги по данному участку. Долгов по налогам не имею. Как собственник земли не нарушаю никаких законов. Землю планирую использовать по целевому назначению. Как отметили, липовые аллеи и загубленный яблоневый сад не имеют статуса объектов культурного наследия. Но, несмотря на это, законность передачи в собственность проверяют правоохранительные органы. Как только будут итоги подведены или будут выяснены законные или незаконные продажи этих земельных участков, будем дальше думать, по какой схеме, каким путем возвращать эти земли. На время проверки любые работы на территории аллеи приостановлены на 90 дней. Действие моратория истекает 28 сентября. Мы будем следить за развитием этой истории. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Верхнеуслонский район. Поймали на незаконном улове. На камень инспекторы рыбоохраны вместе с полицейскими задержали 2 браконьеров. В районе села Покровское и Синтяк Елабужского района мужчины на моторной лодке сетями ловили рыбу. У задержанных изъято более 200 пресноводных. В незаконный улов попали стерлядь, лещи, густерки, самы и другие рыбы. Общий ущерб по биоресурсам составил 375 тысяч рублей. Все материалы переданы в полицию. Мужчины задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча водных биоресурсов». В Татарстан дошел дым от лесных пожаров в соседних регионах. Об этом сообщают в соцсетях. Информацию подтвердил Гидрометцентр. Сегодня татарстанские пожарные отправились помогать своим коллегам в тушении огня на территории Мордовского природного заповедника. Сегодня десант МЧС республики в составе 45 человек направился в регион. В составе аэромобильной группы 3 автоцистерны высокой проходимости, грузовики КАМАЗ, переносная кухня, а также огнетушители, пилы, мотопомпы.
Напомним, заповедник горит с начала августа. На наиболее сложных участках работают группировки МЧС из 7 регионов Поволжья. Ситуацию осложняет сильный ветер и сухая погода. Аномальная жара в ПФО задержится еще на неделю. В Татарстан до 20 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность лесов. В связи со сложной складывающейся обстановкой на территории Мордовского государственного заповедника, вызванного природными пожарами, мы направляем аэромобильную группировку Главного управления МЧС Республики Татарстан на усиление группировки МЧС России. Грозит ли Татарстану новый американский штамм коронавируса? Хватит ли кислорода больным ковид? И пустят ли родителей на линейку 1 сентября? Сегодня Роспотребнадзор доложил об эпидситуации в республике. Она стабильная, но напряженная. Снизился темп вакцинации. Больше 20 тысяч татарстанцев не сделали второй компонент прививки, а значит, не защищены от вируса. Алия Хайрудинова обо всем по порядку. На сегодня британских штаммов 32 и индийских 83. Эти штаммы коронавируса уже в Татарстане. На пороге американский йота. По словам эпидемиологов, он передается на 20% быстрее других и увеличивает риск летального исхода в среднем на 63%. С учетом того, что штаммы меняются, возникают новые, мы на сегодня работаем по всем направлениям и максимально расширяем круг контактных. Максимально берем лиц на вакцинацию в очагах, те, которые контактировали с заболевшим. То есть не только ближний круг, но и дальний круг, так скажем. Поэтому на сегодня все эти штаммы, сколько бы они ни менялись, они пока не вносят никаких корректив в наши противоэпидмероприятия. Самым действенным способом защитить себя специалисты называют вакцинацию. В республике привились более 900 тысяч человек. Это почти 30% от взрослого населения. Но количество желающих сделать прививку снизилось, говорит главный эпидемиолог. За прошедшие сутки было сделано 9001 прививка. То есть это в среднем нагрузка на один пункт вакцинации. Это всего 90 человек. К сожалению, не все полностью выдерживают схему, то есть делают одну прививку, на вторую не приходят. И таких по Татарстану больше 20 тысяч. Вакцины хватает, говорят в ведомстве. Сегодня поступило более 27 тысяч доз спутника ВИ и 8,5 тысяч спутника Лайт. Нет и проблем с кислородом. Все 52 госпиталя республики проверили после ЧП в Осетии, где из-за аварии без кислорода остались и погибли ковидные пациенты. В достаточном количестве резервные баллоны кислорода, то есть это в случае того, если кислородная станция каким-то образом перестанет работать, но и проведена дополнительная ревизия вот именно кислород подающих устройств. Еще один вопрос. Как пройдут торжественные линейки 1 сентября? Никаких доп. Ограничений не будет. Роспотребнадзор рекомендует провести их на открытом воздухе. Представители Роспотребнадзора и Минздрава рекомендуют не затягивать с прививкой от коронавируса. На носу осень, а вместе с ней и грипп. Защитить себя от него придется тоже вакциной. А временной лаг между двумя разными прививками минимум месяц. Алия Хайрудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Массовое чипирование бродячих собак, помощь и внимание к уже имеющимся частным приютам, мобильные пункты стерилизации – это лишь часть предложений, которые сегодня озвучили в Общественной палате Татарстана. Там прошел круглый стол по проблеме безнадзорных животных. Свое мнение на этот счет высказали зоозащитники, руководители приютов, ветеринары, главы районов и депутаты. Что предлагают, почему не могут в районах построить приюты, расскажет Юлия Гоголева. Он вчера еще вроде был живой. 15 телят потерял фермер из Зеленодольска. На животных напала стая собак. И случай этот не единичный. От укусов братьев наших меньших с начала года пострадали уже больше 1000 человек. ЧП в конце апреля, когда в реанимации после нападения агрессивных дворняк оказался мальчик, обострило проблему. И уже 1 мая президент Татарстана потребовал навести порядок в этой сфере. Подвижки есть. Сейчас нужно определить источники финансирования проектов для открытия тех же муниципальных приютов. Каких в районах и сколько будет строиться и во
сколько это обойдется бюджету. Сегодня на этот вопрос пока остался открытым. Пока муниципальных приютов нет, нужно помогать тем, кто уже работает, говорят участники круглого стола. В республике сегодня 15 частных пунктов для дворняк. Проблем у них немало. До Челнинского не доехать, нет дороги. В Аксубаевском не хватает даже хирургов-ветеринаров, потому собак там не стерилизуют. Зоозащитники предлагают создать по всей республике сеть мобильных пунктов по стерилизации, по примеру Казани, и сделать эти услуги бесплатными. Представители приютов за чипирование бродяг. В дальнейшем мы можем отследить, если бракованная собака рожает, кто отработал собаку. Если есть приписки, мы можем по этой электронной базе сверить. Еще одна проблема – нехватка кадров, тех, кто хочет заниматься отловом. На сегодня из выделенных бюджетом 56 миллионов рублей освоено только 20. Так надо разбираться в том, почему это происходит и почему у нас рынка услуг нет. Что там зашито как проблемы, которые не позволяют даже эти небольшие средства, эти возможности, правильно реализовать. Сегодня важно очень было то, что здесь принимали участие как частные предприятия, которые сами решают эту проблему, даже только за счет благотворителей без бюджетных средств, те, которые работают по муниципальным, государственным полномочиям. Но то, что диагностирована такая межведомственная несогласованность, и есть вопросы, которые надо решать, в том числе учитывая мнение общественных организаций. По федеральному закону о гуманном обращении с животными усыплять и отстреливать здоровых собак нельзя. А так как приютов для них не хватает, 90% дворняк после стерилизации вновь оказываются на улице и также представляют опасность. Юлия Гоголева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. ФАС России начала проверять крупнейшие торговые сети из-за обращений жителей о росте цен. Кто попал в книгу жалоб, читайте в интернет-газете «Реальное время». Приятная новость. С полей татарстанские аграрии перешагнули рубеж в 2 миллиона тонн зерна. Это значит, что они убрали урожай на 83% площадей. Средняя урожайность по республике почти 16 центнеров с гектара. Цифры этого засушливого года намного скромнее урожайного 2020-го. Тогда республика сумела собрать рекордный объем зерна – более 5 миллионов тонн. С гектара хлеборобы получили 35 центнеров. В этом году в лидерах по сбору урожая Тукаевский район. Здесь главный показатель достиг отметки в 23 центнера с гектара. Второе место у Тетюш, 22 центнера с гектара, замыкает тройку лидеров Чистополь. Первым уборку зерновых завершил Заинский район. Сейчас на финишной прямой Чистополь, Нурлат, Муслюмова. Высокие результаты у хозяйств в Спасском, Балтасинском, Елабужском районах. Сегодня в Казани «Экватор» на форуме «100% Татарстан». В интеллектуальном деловом пространстве продолжаются горячие дискуссии и обмен международным опытом на русском, татарском и английском языках. Как сделать систему образования гибкой и готовой к новым вызовам? Ответы на вопросы онлайн и офлайн искали Фарид Мухаммедшин, ученая Татьяна Черниговская, интеллектуал Анатолий Вассерман и другие участники форума. Почему на республиканские школы и вузы равняются во всем мире? Ответы международных экспертов у Натальи Мезиной. Из агентства инвестиционного развития «100% Татарстан» сегодня переехал в Национальную библиотеку. Ведь республиканская площадка как нельзя лучше подчеркивает название самого международного форума. В этом году это «Наука, образование и рынок труда». Десятки журналистов, экспертов, психологов, ученых со всей России обсуждают самые актуальные вопросы. И почему же их дискуссия становится объектом внимания для 100 тысяч зрителей со всего мира? Давайте послушаем. Вы просто, когда заговорили про искусственный интеллект, вы так потянулись к одному из своих ножей, что я даже занервничала. Искусственный интеллект – тема, которая заставила понервничать всех участников форума. Цифровизация образования – хорошо или плохо? Отвечать первым берется самый известный интеллектуал России. Я совершенно уверен, что искусственный интеллект поймет полезность взаимодействия с естественным не хуже, чем мы поймем полезность взаимодействия с искусственным. Поспорить готова Татьяна Черниговская. Ученый-нейролингвист уверена, конкурировать с технологиями невозможно. За время дистанционного обучения ученики поняли цену живого контакта с учителем. Но важно делать акцент не только на образование, но и на воспитание. Это значит, что мы из наших учеников, а также из взрослых, мы должны вырастить или сформировать людей, которые не подвержены
к мгновенному неврозу или даже психозу. Примером успешного соединения образования, воспитания и цифровизации стал Татарстан. Одна из кузниц кадров международного уровня – КФУ. Здесь 5-я часть – иностранные студенты. Это говорит о том, что наши программы образовательные востребованы не только в стране, но и в мире, да, и оценены в мире. В то же время мы готовим массовых специалистов в массовом порядке, но с учетом индивидуальных потребностей. Такая комплексная работа при подготовке кадров идет во всей республике. Нефтехимия, авиа и судостроение, АПК и IT-сфера. Татарстан в числе лидеров этих положительных изменений в части подготовки молодых специалистов для экономики, социальной сферы, для цифровизации всех сторон нашей жизни. И создаются для этого необходимые условия. Этим опытом Татарстан делится сегодня с 11 странами мира и находит направление для будущего развития. Татарстан может, в принципе, быть примером для других российских регионов. И сами услышали тоже обратную связь от коллег из других регионов. 42 субъекта России сегодня принимают участие. Это и педагоги, воспитатели, учителя. Они тоже делятся своими методиками разными. Форум завершится завтра. На интеллектуальной площадке обсудят поддержку родителей современных школьников. Итоги трехдневного интенсива подведут на прямой линии с министром образования Татарстана. Наталья Мезина, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. 150 молодых учителей торжественно произнесли клятву на русском, татарском и английском языках. Так, сегодня в полилингвальном комплексе «Адымнар» в Казани прошло посвящение молодых педагогов в профессию учитель. Они первые выпускники республиканского проекта стипендиальной поддержки для работы в и полилингвальных школах. Они обучались в КФУ и его филиалах в Челнах и Елабуге. Здесь готовят учителей по узким предметам и в первую очередь для сельских школ. Всего 1 сентября свой первый звонок в статусе учителя услышат 1000 молодых специалистов. Я уже работаю с 5-го курса. Так получилось в своей любимой родной школе, которую сама же закончила. А так я училась в Елабужском институте КФУ на учителя биологии и химии. Очень люблю эти предметы. 3 языка: татарский, русский и английский. Но это обязует нас, это новый уровень. И я решила сделать себе вызов, потому что, выйти из зоны комфорта, скажем так. Сегодня быть учителем нелегко. На вас ложится большая ответственность. Вам желаю не просто удачи и успехов, а быть смелыми и решительными. От вас зависит, каким будет ваш ребенок, ваш ученик. От вас зависит, какой будет наша республика. Именно вы готовите креативных, востребованных и очень-очень значимых наших выпускников. Банк «Аверс» предлагает своим клиентам новый продукт. Сервис «Аверс Онлайн 2.0» позволяет быстро и безопасно управлять своими банковскими продуктами через интернет. В приложении «Аверс Онлайн 2.0» можно получать информацию по своим продуктам, баланс, выписки и детали по счетам, картам, вкладам и кредитам, оплачивать мобильную и стационарную связь, интернет, телевидение, ЖКХ и другие услуги, переводить деньги с карты на карту внутри банка и другие банки через систему быстрых платежей, подать заявку на кредиты и погашать кредиты переводом с банковской карты. Клиенты банка могут в личном кабинете разрешать или запрещать использование банковской карты для онлайн-покупок, устанавливать лимиты по операциям с банковскими картами, блокировать или разблокировать карту. Это приложение дает очень много возможностей. Чем я пользуюсь? Это бесплатные платежи между другими банками. То есть это без проблем. Я отправляю со своей карточки, например, на карты клиентов других банков. Это без комиссии происходит. Также я оплачиваю коммунальные платежи. То есть коммунальные платежи тоже есть в «Аверс 2.0». То есть действительно очень удобное приложение. Пользоваться интернет-банком «Аверс Онлайн 2.0» может любой клиент, имеющий карту банка «Аверс». Для этого достаточно зарегистрироваться в нем. Мобильное приложение интернет-банка доступно для смартфонов на платформах iOS и Android. Для входа в мобильную версию не нужно запоминать логин и пароль. Теперь пользователи смогут зайти, используя сканер отпечатка пальца в смартфоне или пин-код. Подключение обслуживания в интернет-банке совершенно бесплатно.
Музей монументального искусства под открытым небом. Многоэтажки Казани украсят яркие муралы. Сегодня в Казани рассказали программу международного фестиваля уличного искусства «Культурный код». Картины, граффити, муралы призваны подчеркнуть индивидуальность и привлекательность города для туристов. Участие в фестивале примут художники из России, Испании, Болгарии и США. Творческий форум пройдет в сквере Акчиклер и украсят фасады соседних с ним домов. Полюбоваться результатами можно будет в День Республики. К работе привлечены действительно лучшие мировые художники, которые прекрасно понимают значимость и, в общем-то, те эскизы, которые мы уже видели, действительно отвечают высокому уровню мероприятия. Я наконец-таки могу что-то реализовать здесь, потому что для меня всегда это было, конечно же, важно. Так как я здесь живу, я хотел показать, наверное, свой пример для всего города, особенно для молодежи, творческой молодежи, что границ нет. В стиле ретро в Верхнеуслонском районе сегодня открылся международный фестиваль исторической техники. Здесь встретились 260 автомобилей из разных эпох и континентов. И такое количество техники рекордное за всю историю фестиваля. Все машины на ходу и будто только что сошли с конвейера. И каждый эксклюзив. Вероника Гайнудинова прикоснулась к истории. Эти машины выпущены 40, 50, а то и 60 лет тому назад. Это тот самый случай, когда возраст имеет значение и играет только в плюсы. Именно здесь, чем машина старше, тем она интереснее и привлекательнее. Ретро-автомобили сегодня оценил и Фарид Мухаммедшин. Еще раз отдать должное нашей автомобильной промышленности, производящей собственные машины, показать людям машины иностранных государств. Здесь машины есть и довоенные, и военного периода, и послевоенные. Самое главное, мы через это отдаем дань уважения своим специалистам, которые смогли производить такую технику, которая и сегодня на ногах. Самое массовое, конечно, это то, что мы называем янгтаймеры. Это автомобили, которым около 30 лет, там, от 30 до 40 лет. Это «Волги», «Жигули», «Запорожцы». Это массово, этим начинают заниматься молодежь. ГАЗ, «Чайка», «Москвич». Рядом с советскими, отечественными автомобилями уже соседствуют легенды зарубежные. Астон Мартин, Додж, Мерседес. Во многом экземпляры все уникальные. Они обязательно все машины на ходу и выглядят так, будто выпущены только с конвейера. Это было сделано как автомобиль такой туристический, для отдыха, для людей. Он так и назывался «Москвич-408 Турист». На самом деле до сегодняшнего дня сохранилась единственная машина. Фестиваль будет идти еще 2 дня. В эти выходные ретро-технику можно будет увидеть и в действии. Машины и мотоциклы проедут ретро-ралли по Верхнеуслонскому району. Кроме этого, в программе «Автосабантуй» и конкурсы водительского мастерства. Вероника Гайнудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Верхнеуслонский район. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Больше новостей на наших ресурсах в интернете. Всего вам доброго. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. О погоде узнаем после полезной информации. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца июня доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Баблах и Азнакаево набегут облака, однако днем по-прежнему тепло. Плюс 32-34 градуса. Небольшие осадки и похолодание ожидается в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Плюс 25-27 градусов днем. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши температура понизится до плюс 27. Жители ждут небольшие дожди. В Арске, Кукмаре и Балтаси не обойдется без осадков. Будет совсем прохладно, всего плюс 20. В Болгаре, Дрожжном и Буинске также станет прохладнее. Плюс 20-21 градус. Ночью и днем местами пройдут дожди. Температурный фон станет ниже в Альметьевске, Чистополе и Мамадыше. Не исключены дожди. Такая погода продержится недолго. Уже в воскресенье станет заметно теплее.
Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В России привыкли лучших врачей искать за рубежом. Но достойное лечение можно получить, не покидая Родины. В медицинский центр «Доктор Рост» обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Рост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли – это просто. В Казани будет облачно, местами ожидаются дожди. Температура ночью около 21 тепла, а днем воздух остудится до плюс 23. Ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 77%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.